Моя малая родина, мое село. Экскурсия по фотопанораме. Спеваю для селения природные дани, как слухали вы и про сон забывали. Советы младожим душу больше людям, привыкли наш свет отбивать на паперы. Вот так мостаки, а вот так землемеры. Кому не покажа про змеи поле, у их только думка его, и не более. Мостак же вяле краявид найцудовний, ті сади на спускі, руш сонячний повний, і серцем наткнув пейзаж свой малює. Так я малявать хочу край свой. В околице родных весок, Стриги, Совино, Навое, Головицкие отыграли наиважнейшую роль у жыцці, кто тут народился. Гэта наша с вами малая родина. Отделом маркетинга Бярозаўскай библиотечной системы в 2018 году до года малой родины была зроблена ось такая фотопанорама «Моя малая родина, мое село». Этими фотоснимками я хочу дотронуться до истории края, рассказать об людях нашего края, рассказать об том, чем яны жили, чем живут. Углядитесь в этой твари, в этой одении, в этой бутылке. Это наша с вами малая родина. Откуль же пришла назва вёски Стриги? З вуста у вусны передаются эти легенды и подания. Вот записано з вуста Попком Ульяны Васильевны. Ранее вёски не было, а были хутары, які разделяли высокий стрижневый лес. С тягом часу лес вырубали, але все помнили, что ровные древы тут росли, не быстрыжи. Потиху с хутором люди переезжали вёску, якая раскинулась на месте вырубанного лесу. В Стрижни переезжали, там и назвали вёску Стриги. А вот легенда записана с устного мужа Агафьи Васильевны. На каждом хуторе были свои майстры. Одни займались законодавством, другие теслярством, а на хуторе, які знаходяться посередині усіх остатків хуторов, стригли овечек. Людей этого хутора звали стригалями. С тягом часом на месте этого хутора раскинулась вёска и назвали ее Стриги. Еще много других есть легенд про назву нашей вёски. А познакомиться с этими легендами вы можете у Стригинской сельской библиотеке, где собрано вельми много материалов по нашему краезнавству. Традиционный костюм нашей местности. Это своеособлivая визитная карта усіх белорусов. У нашей местности так само свой своеособлivый костюм. Вот на этой фотоснимку мы бачим фото 1930 года, на яким сфотографована Агафья Васильевна Мша. Это наша жихарка вёски Стриги. Она сфотографовала на фоне хаты, якая покрыта соломой. Вы все бачите. Вот углядите в это отдельно. На голове у яе каптур, головный убор, такая хустинка. Далее мы бачим в основном одении основный колер это белый и оздобленный пригожей вышивкой. Сукенка с вышитым ковняром, який прикрывал шею, долгий рукав с вышивкой, спадница это поперечка, и так само фартук. А ранее женщина, якая была замужем, вы нельзя было ходить без головного убора и фартуха. И как шия, локти и колени потребно как были прикрытые. Господа не выпусти с хаты, коли ее не будет перевязанным поясом.
Вось такие были звычаи наших продков. Сфотографовал Агафьюша косовский фотограф Юзеф Шиманский. Так само он сфотографовал и вот такие фотографии называются «Закоханы». Фото 1937 года. У нашей Користи у нас была старая школа. Вот так она выглядала. Вот наша мясцовая школа 30-х годов, 20-го столетия. У школе працавали сестры Ванда и Антонина Юзефовичи. Там учились дети разных возрастов. Кому 10, кому 7 годов, кому 8. Ходили в одни классы. А як на учебу яшчэ яны вельмі былі творчыя людзі. Яны показывали для насельниц, поставили разные обрады. И вот такие обрады и сфотографовал Юзеф Шиманский, когда наши самодельные артисты поехали в Kosovo выступать. И вот мы тут тоже бачим, это наш народный костюм. Спадница, поперечка, фартух вышитый и вот мужское одение, в який наражался жених того часу. Так, у 30-е годы, значит, коллеги выезжали с выступлениями, вот я вспоминаю про это выступление Яна Степановна Шана. Когда мы выступали, то показывали весельный обряд, то такие маленькие караваны. Глядачам было цікаво видать эти караваны, за что я платили гроши. За эту выручку купляли инструменты для працовки льну, терницы, трабачки, а так само коловоды, нитки, посны, якими користалися усе удельники мастацкой самодеятельности. С 2014 года при Доме культуры почал працаваць фольклорно-этнографичный коллектив «Суседки» кіраўнік Микитич Надея Васильевна. Мы так само бачим, что народный костюм заховался до нашего часа. И зараз фольклорный коллектив нашего Дома культуры выступает с народным костюмом. Еще наших дядов и бабуль наших. И так само оздоблены вышивкой, фартухи, сорочки с вышитыми кавнерами. Вот такие костюмы заховались. При Доме культуры нашей працує дитячий клуб аматорів фольклору «Криничка». Так само мы бачим, что наши костюмы, які уже заказывались специально для фольклорного коллектива, так само оздоблены вышивкой. Кіраўнік Алена Константиновна Малюк. Одета так само национальный костюм. Але життя не стоит на месте. 50-е годы. Далее на снимку мы бачим дружные соседи. Правда, цікава фотография. По этой фотографии мы можем судить, як одевались люди того часу. Кожна мясцовасці був свой гарманіст. Гэта фотография зроблена на веселье Степана Николаевича Косинца. Тут его брат гармонист Казимец Сергей Николаевич, Лидия Егоровна Кравец, дочка Алены, Степанина Петровна Бык и Мария Егоровна Бык. Далее вясковая молодь 58 года. Глядите, какие мокрицы. У капелюшек, пригожих сукенок, спадница. И на этой фотоснимку можем уже кого-то знаете. Первый это Демидович Александр Павлович, Курбин, по-мясцовому называется. Далее Край Мария Николаевна, засек, горячая тетка, зараз я наложу. Демидович Ганна Павловна, Петрушина. Далее Килотыцкий Николай Евгенович, это знакомого Андрея Михасёва сын. Вот такая молодость того часу. А чем же жили люди 50-х годов? Ну, давайте зараз крышками расскажу про историю нашего Кавказа. Ранее сельскохозяйственные артели, мини-колхозники, створались у кожной вёски. А старались для того кожной вёски, как приучить людей до громадской працы, потому что каждый працавал на селе,
а затем начали вернуться в колгасы. И тому артели колгасы были в каждой вёске, и у Совина 49-й, на Вое 49-й, на Логинске 50-й, 51-й год это в Стрии, 51-й годе этой колгасы об'єдновуються в один великий колгас ім'я Кірова. Правління колгаса знаходилось у теперішньому будинку медпункта. І ось на эту здвинку ми бачимо посадження правління колгаса. У этом будинку, де теперішній медпункт, знаходилась і бібліотека, і медпункт, і правління колгаса. Ось на эту здвинку, мабуть, коли розглядиться, то ніхто не познає, хто на эту здвинку зняв. Так, перший старшиня узбуненного колгаса был Жан-Марк Степанович. Затем был Васик Яков Степанович. Об истории колгаса так само есть подробный материал в нашей Струницкой сельской библиотеке, где есть фотографии каждого старшини, с каждой вёски. Есть множество других фотографий. Вот, глядите на этом. Ось такой трактор ми вже не бачимо. Ось трактор, який називається СТЗ «Начі». На цьому тракторі працювала перша трактористка в нашому районі Ніна Григоровна Добровая. Такий трактор був дадений на два колгаси, на наш і на Соколовський. 33-й годовщини Костричника. Ось один трактор на два колгаса. Основная сила была в этом поле. На конях орали, и поле, и садили бульбу, кони подвозили, всю работу робили, яку тяжко треба було перевести, это робили кони. Тому потрібно було строить конюшню. Ось побудовля конюшні на эту здимку. Люди в коласники садили капусту, бульбу, моркву. И вот на эту фотоздымку бригада Кальода в 53-м году сбирали капусту и сфотографовались. За каждый трудодень, когда колгасник выходил на работу, за каждый трудодень ему наличивали 4 копейки и 2,5 килограмма жита там, пшеницы, зерна на один трудодень. Ну, это теперь тяжко говорить, или 4 копейки в те часы, это были, напевно, не самые гроши. Так, ось, так, значит, с 1954-61 года, того столетия, с хуторов люди переезжали в Воск. Вот за эти 5 годов, когда 400 хуторов, с 400 семей хуторов переехали в Воски. И тому вот такие появились вёски Струги, Совина, а затем начали заселяться за Новым. Появилась вёска на Вое. У першую чергу были побудованы Стринская средняя школа. Ось, коли якая школа была за годы, а ось школа теперішня. Затем были побудованы Совинская школа, у Совине была початковая школа, у Воловицких и Нового 8-годовые побудованы школы. Был побудован в 69-м году Дом культуры. Ось на эту здимку мы бачим наш Дом культуры с старыми окнами, да? Был поставлен перед Домом культуры, тут стоял бюст Кирова. Наш колгасп носил имя Кирова и был поставлен бюст. Бюст был демонтован в 2002 году. Затем будовались административные будинки. Ось сюда переехал, была тут администрация колгасп Кирова, сельский совет, почта, где до сучасного часу находится сельский совет и почта. Керовник наша старшиня Стринской сельской виконкама Иван Павлович Кралин на эту здимку. Було побудовані медпункти. Стринський медпункт
маєте ось такий пригожий будиночок. Загадчиця Салько Катерина Геннадіївна. Вибудована Дом культури. В Домі культури розміщається бібліотека. Ось на тих 4 знімках ви бачите, напевно, познаєте себе на тих фотознімках. Ось ви зараз ще невеликі, а через 5-10 років приїдете, коли эта фотопанорама поменяется, и вы бачите себе на эту фотоздымку. Скажете, скорее, ходили в библиотеку, приймали участь у різних мероприємствах, так? І ось тут так само ми бачимо, що було в бібліотеці мероприємство, інтер'єр бібліотеки, ось вистава поділок, а ось у нас театралізоване представлення, було многие з вас приймали участь у театралізації, так? Так. Свята Івана Богословська церква. Свята церква святого апостола Іоанна Богослова. І вона була побудована у 1817 році, як Могилкова каплиця вёски Стригів. Побудова велася стараннями місцевого жихара Крука Василя і використовувалася як каплиця для вбивання уніяк. Хто ж такі були уніяки? А уніяки були наші з вами предки. Тому що в 1596 році була прийнята Брестська унія, по якій наша православна церква подпорядковалася греко-католической церкві. І тому віра у нас була тоді у всіх, а ми були католиками. Тобто, або уніяки казали. И это слово долго ходило еще у народе, и только в 1839 году церква снова отошла от греко-католической и стала православная вера. У советских час церква не працевала, и только в 1990 году ее ремонтовали, добудовали, перекрыли, сделали капитальный ремонт, і вона стала використовуватися як православний храм у ім'я апостола Іоанна Богослова. Відкриття церкви відбулося 9 стрічника. А 9 стрічника по православному календарю – це день пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова, одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Там кожен год, 9 стрічника, на наших могилках збираються люди, как помянуть Иоанна Богослова и всех своих родных и близких людей. Этот день в нашей местности называется сбор. А кольки пригожих мест у нас есть. И вот на этих фотоздымках заснятые, вытые пригожие места. Якое у нас пригожее озеро Львове. Усі були на озері? А які пригожі заводі ось біля озера? Ось на цьому знімку ми бачимо зараз канал, який примикає до озера. По вулиці Садовая, дом Астархова Николая Моисеевича, Быка Ивана Павловича и Ольги Ивановны по улице Совица, дом Зеленка Марии Ивановны, вот это ее дом. На этих двух фотоздымках мы бачим наших ветеранов, земляки-ветераны каля помника загинувших ветеранов. Зараз этот помник має другий вигляд, відремонтований, вельми пригожо зроблений, але це наша з вами історія. Теперішній помник ми всі бачимо, а такі, хто бачив, хто і вже і не бачив. Ось, а як час ідє вперед. Поглядите, якая техніка була раніше, а якая зараз у нас могутная, можно сказать, техника, якая сразу тягнет 20 кругов за собой. Ось як меняется час, меняются люди. Але мы все застаемся жить у нашей родной вёске, на нашей малой родине. Высоко в небе мыльной кружится, летит за синим по краю. Не забывай никого.
мой друже, свою землю, свой родный край. Спасибо вам, дядя.